Вражда между Кишиневым и Комратом продолжалась 4 года. В этот период ситуация была очень напряженной. Кровопролитие удалось избежать в последний момент. гагаузы хотели независимости, на что конституционные власти Кишинева не соглашались. В конце концов, в результате переговоров был достигнут компромисс. Большинство населенных пунктов, где в основном проживают гагаузы, создали автономно-территориальное образование Гагаузия-Гагаузери. Важную роль в достижении автономии сыграла Турецкая республика. С одной стороны, Турция хотела сохранить территориальную целостность Республики Молдова, с другой стороны, она хотела, чтобы гагаузы имели такой правовой статус, который позволил бы им развиваться в культурном плане. О роли Турции в разрешении конфликта между Комратом и Кишиневым мы расскажем в сегодняшнем выпуске Noctua Life History, проекте об истории гагаузов, который мы делаем совместно с доктором истории Штефаном Бежаном. Распад Советского Союза, приведший к появлению новых государств, в том числе и Республики Молдова, изменил карту Европы и систему международных отношений. Начало молдо-турецким политическим отношениям было положено 16 декабря 1991 года, когда Турецкая республика официально признала независимость Республики Молдова. Появление новых государств в Черноморском регионе и их отрыв от Москвы предоставил Турции хорошую возможность расширить свое влияние в Черноморском бассейне. Поэтому в начале 90-х годов Турция проводила активную внешнюю политику, стремясь вовлечь в сферу своего влияния независимые государства, связанные с тюркским миром и культурой. Турецкий министр, отвечавший тогда за отношения с тюркскими республиками, входящими в СНГ, говорил, что Турецкая республика, как прямая наследница Османской империи, оставляет за собой право на установление тесных отношений с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, несмотря на то, что такие действия могут привести к охлаждению отношений с Россией. Понятно, что наличие на территории Республики Молдова гагаузского меньшинства, имеющего тюркское происхождение, вызвало большой интерес Турецкой республики к этой стране. Разочарованные неоднозначным отношением Москвы к их требованиям, лидеры самопровозглашенной Гагаузской республики обратились за поддержкой к Турции. Во время визита в Москву в марте 1991 года президент Турции Тургут Özal встретился также с гагаузским лидером Степаном Топалом, который также обратился к нему за поддержкой. Сразу же после этого турецкая делегация в составе 5 человек во главе с советником премьер-министра Турции посетила Советский Союз с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с положением тюркского народа и предложить ему экономическую поддержку. В связи с этим турецкая делегация посетила также город Комрат, где встретилась с 35 представителями гагаузского народа. На официальном уровне заявлялось, что Турция не желает вмешиваться во внутренние дела Молдовы, но не сможет молчать, если против гагаузов будет применяться сила. Турция четко обозначила свою позицию по ситуации в Молдове, призывая уважать территориальные границы страны, но в то же время выступая против войны и призывая к мирному разрешению гагаузского вопроса. На протяжении всего 1991 года Турция проводила осторожную дипломатическую политику в отношении Республики Молдова, несмотря на то, что Республика Молдова провозгласила свою независимость 27 августа 1991 года, Анкара признала это только в конце 1991 года, после того, как независимость провозгласила другая советская республика – Казахстан. Из всех бывших советских республик Казахстан объявил независимость последним, сделав это только 16 декабря 1991 года, уже после Беловежских соглашений. Беловежские соглашения – это неофициальное название соглашения о создании Содружества независимых государств, или сокращенно СНГ, подписанного 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще между лидерами России, Украины и Беларуси Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем соответственно. В Беловежском соглашении констатировалось прекращение существования СССР как субъекта международного права и геополитической реальности. Соответственно, Казахстан вышел из СССР, а Анкара признала независимость Республики Молдова уже после того, как СССР перестал существовать и де юре, и де факто. Даже претендуя на роль защитника гагаузов, Турция, тем не менее, твердо поддерживала территориальную целостность Республики Молдова. Не исключено, что примирительная позиция Турции была попыткой уменьшить влияние российской политики в регионе. Однако, то, как
неуверенно она действовала в ходе событий на юге Молдовы, похоже, было частью двуличной политики Турции. Таким образом, вероятно, Турция пыталась найти золотую середину, которая примирила бы обе стороны. Такой золотой серединой для Турции, по-видимому, являлась автономия для гагаузов в составе Республики Молдова. Однако осторожность, с которой действовали власти Анкары, вызывала резкое недовольство Народного фронта Молдовы, который публично обвинил Турцию в поддержке гагаузского сепаратизма. Официальная газета Народного фронта «Сфатул Церий» обвинила президента Турции Özal'а в проведении тайных встреч с лидерами гагаузской автономии во время его визита в Москву весной 1991 года. Фронтисты были недовольны тем, что Турция отказалась признавать независимость Молдовы, утверждая, что она стремится к усилению контроля над Молдовой, и обвинили ее в империалистическом поведении, аналогично тому, которое применяла Османская империя. Когда Турция официально признала Республику Молдова, премьер-министр Сулейман Демирель не упустил возможности напомнить Молдове, что в молдо-турецких отношениях гагаузы будут выступать в качестве моста для дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества. Мы хотим, чтобы гагаузы были реинтегрированы в турецкий культурный мир, и мы приложим необходимые усилия для того, чтобы они возродили свою гагаузскую идентичность после долгого периода русификации, заявил тогда Сулейман Демирель. Для достижения этих целей турецкая сторона выступила с рядом инициатив в области образования. Гагаузским студентам были предоставлены стипендии для обучения в Турции. Был организован летний лагерь, в котором приняли участие 85 студентов, а школам гагаузского региона были переданы в дар учебники на турецком языке. Турецкое правительство также направило в Камрат 3 преподавателей для обучения турецкому языку, 120 студентов и 8 преподавателей Камратского университета. В феврале 1992 года Мария Маруневич и Георгий Радкогла были направлены в Анкару для поиска политической, экономической и культурной поддержки со стороны Турции. Очевидно, что гагаузы, изолированные на региональной политической сцене, искали турецкой поддержки для решения проблем автономии. Побывав на встрече с турецкими властями, Георгий Радкоглу заявил: «Мы поехали искать экономической поддержки у Турции, потому что из Москвы мы ничего не получили». Гагаузская интеллигенция приветствовала попытки культурной и экономической поддержки со стороны властей Анкары, но религиозный фактор был большим препятствием на пути сближения гагаузов с Турцией. Гагаузские власти вели дискуссии с целью обогащения гагаузского лексикона на основе турецкого языка, особенно в области техники и науки, но пришли к выводу, что соответствующая лексика на турецком языке является иностранной, и логичнее было бы использовать уже известные всем гагаузам заимствования в основном из русского языка. Молдо-турецкие отношения значительно продвинулись в период правления Демиреля, который стал президентом Турецкой Республики после смерти Тургута Özal'a в 1993 году. Через год после своего избрания Сулейман Демирель посетил Республику Молдова с рабочим визитом, в ходе которого состоялась встреча с депутатами молдавского парламента, подписание 6 двухсторонних соглашений, посещение Камрата и Чадырлунги, а также открытие посольства Турецкой Республики в Республике Молдова. В ходе визита Демирель недвусмысленно подчеркнул поддержку, оказываемую Турцией гагаузам, заявив, что гагаузы станут прочным мостом дружбы между Молдовой и Турцией. Роль гагаузов, по словам Демиреля, важна и очевидна в укреплении сотрудничества и дружбы между двумя странами. Демирель заверил тогда гагаузских лидеров во всей необходимой поддержке. Вот что Степан Топал вспоминал о беседе с президентом Турции. Когда он спросил меня, сколько гагаузов в мире, я ответил, что нас 200 тысяч. Демирель поправил меня и сказал, что гагаузов более 66 миллионов человек, проявив таким образом солидарность с нами и заверив в необходимой поддержке. В ходе визита Демиреля в 1994 году между Турцией и Молдовой было подписано несколько соглашений об экономическом сотрудничестве. Турецкая сторона обязалась участвовать в развитии инфраструктуры гагаузского региона. Анкара объявила о предоставлении Молдове кредита в размере 35 миллионов долларов США, почти полностью предназначенного для развития гагаузского региона и, в частности, для строительства современной системы водоснабжения.
турецкая помощь продолжалась и после образования гагаузской автономии. В сентябре 1995 года Турция выделила $250 тысяч Камрадскому государственному университету. Но наиболее перспективным и важным сотрудничеством между гагаузами и турками представляется культурное сотрудничество. Турция, как старший брат и в силу своих исторических связей, взяла на себя роль защитника гагаузов, поддерживая их в сохранении и развитии их культуры. Гагаузы, очень привязанные к своему фольклору, нашли много общего в турецком фольклоре. Из Турции в Камрад было направлено много специалистов, которые проводили курсы по шитью, кулинарии и в других областях с целью возрождения традиционного гагаузского фольклора, пострадавшего от значительного румынского, болгарского и русского влияния. Еще одним важным элементом этнополитических событий на юге Молдовы были турецко-российские отношения. Отношения Турции с Москвой определялись тремя важными факторами. После распада СССР Турция получила возможность оказывать значительное политическое влияние в регионе и тем самым закрепила свой статус региональной державы. Турция укрепила свое влияние в Черноморском регионе и оттеснила Россию на второй план в Черноморском бассейне. Поощрялся турецкий экспорт, защита тюркоязычного меньшинства гагаузов, углубление тюркоязычной языковой идентичности. Турецкие власти хорошо понимали роль прессы в современном обществе. Так, на медиарынок Гагаузии вышли два турецких телеканала, а с 1996 года Анкара обусловила поставку оборудования гагаузской телерадиовещательной компании ГРТ предоставлением национальной частоты турецкому общественному телевидению ТРТ. После 1994 года, когда гагаузы официально получили автономию, наступил период сближения между двумя народами. В 1996 году президент Турции Сулейман Демирель вместе с многими членами правительства, депутатами парламента и бизнесменами посетил Республику Молдова. Этот визит стал краеугольным камнем турецко-молдавского сотрудничества, связанного с интересом Турции к Гагаузии. Кишинев и Анкара достигли договоренности об открытии в Кишиневе официального представительства Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию ТИКа, созданного для управления культурной и экономической помощью, предоставленной гагаузам со стороны турецкого государства. В последнее время Турецкая республика стала одним из крупнейших инвесторов в эту Гагаузию. Деньги вкладываются в развитие инфраструктуры, образования, культуры, деловой среды. Только в 2016 году Турция инвестировала в развитие региона 16,5 миллионов леев, а в 2016-2018 годах турецкое агентство ТИКа вложило около 1 миллиона евро в строительство детского сада в городе Камрад. Новый этап в турецко-гагаузских и молдо-турецких отношениях был достигнут осенью 2018 года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Республику Молдова, а 18 октября посетил Камрад, где был торжественно принят. С момента провозглашения независимости Республики Молдова и до настоящего времени Турция оказывает значительное влияние на молдавскую политику. Анкара не только обеспечила гагаузов столь необходимыми инвестициями, но и предложила им реальную геополитическую альтернативу Москве. Друзья, это все, что мы хотели осветить в данном выпуске Noctua Life History. Это последний выпуск Noctua Life History в этом сезоне. Благодарим всех причастных к производству этого проекта. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.